Быть рожденным в духе Апсуара – это про абхазов. Апсуара всегда была неотъемлемой частью нашего народа. Без этого невозможно понять, кто такие абхазы и как они живут. Основы Апсуара необходимо прививать ребенку с малых лет. Как правило, это обязанность родителей. Но в наше время молодые семьи нередко упускают этот момент в воспитании детей. В обществе давно обсуждают вопрос введения в школах специального предмета. Сейчас по поручению главы государства решается вопрос об открытии национального центра, который будет регулировать процесс воспитания детей в духе Апсуара. Я не говорю о том, что у нас не будет ошибок, и я не боюсь этих ошибок, потому что в любом новом деле будут, безусловно, какие-то недочеты, но на то у нас есть практики, которые это возьмут во внимание, возьмут в работу, и тогда мы поймем, что нам необходимо добавить, что надо подкорректировать, где нужно доработать. Это жизнь, это на практике мы только поймем. Постепенно мы будем наращивать, постепенно мы будем увеличивать количество тем. Темы могут быть самые разные. Они должны быть приближены к нашей действительности, к нашей жизни. Одинаково во всех школах не будет. Есть школы с контингентом 1200 учащихся, а есть школы малокомплектные с контингентом 50 детей. Безусловно, там, где мало детей, легче будет это внедрять, и большее количество учащихся охватывать можно. Мое убеждение, когда руководитель школы будет заинтересован в этом, а я уверена в том, что каждый руководитель школы, все директора, с кем мы разговаривали, разделяют позицию, что это нам нужно, это необходимо. Это уже даже мы опоздали какое-то время. Но для каждой школы нужно разработать удобную для них форму внедрения этой программы. Центр национальных идей планирует создать при Министерстве просвещения. Он будет набирать на работу учителей, которые в школах займутся воспитанием детей в духе Апсуара. Формат центра не подразумевает вводить в образовательный процесс новый предмет. Основы Апсуара будут изучать в виде открытого урока. На сегодняшний день мы так запланировали, что 2 раза в неделю, еженедельно по 2 раза в неделю. В итоге это получается в течение учебного года 68 часов. Предлагается, чтобы программа была гибкой, и предлагается, чтобы это все происходило очень интересно. Главное то, что мы им предлагаем, школьникам предлагаем, чтобы это вызвало интерес, а не просто так, что они обязаны вот это слушать и становится частью образовательного процесса. Наша цель, чтобы то, что мы им предлагаем, вот эти лучшие культурные практики, были поняты и принимаемыми нашими детьми. Центр идейно-нравственного воспитания – это важный шаг к сохранению и передаче культурных ценностей абхазского народа новым поколениям. Уроки Апсуара рассчитаны на учащихся 7 и 8 классов. Также нужно отметить, что Центр будет вести работу совместно с Институтом педагогики и этнопарком Абхазии. Дети будут посещать различные исторические места, музеи, общаться с мастерами народного творчества. Этнопарк станет местом реализации практических занятий для того, чтобы дети это воочию видели, для того, чтобы дети здесь проводили время, для того, чтобы все, что они услышали, они подтверждали, закрепляли уже непосредственно живым материалом, который представлен на базе этнопарка. В этом плане этнопарк будет выступать нашим партнером в реализации данного проекта. Так как глава государства определил это приоритетным направлением, безусловно, мы будем вводить дополнительные штаты в образовательных учреждениях, которые будут обеспечиваться за счет бюджета Республики Абхазия. Вы знаете, на протяжении долгих лет у нас идет уже софинансирование и с Российской Федерацией. Здесь также будет софинансирование. Большая часть этих денег на заработную плату данного педагога
инициатива будет с Российской Федерацией. Более того, эта инициатива была наша, абхазской стороны, а на территории Российской Федерации мы можем получить нужный большой управленческий опыт для этих людей. Люди, которые будут приняты на работу в центр, они пройдут курсы повышения квалификации у нас здесь. Управленческие навыки будем формировать на базе центров образования в Артеке, в Машуке. Для педагогов, желающих стать частью важной воспитательной работы, с 21 июля в Министерстве просвещения открывается прием заявлений. На сайте ведомства можно будет найти анкету и заполнить ее. Центр национальных идей начнет работу в школах с нового учебного года. Нала Чхнджерия, Алексея Гухава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.